Я тут из торгового центра иду и задумался о чем? О том, что где-то на рубеже нулевых годов с родственником ходили в торговый центр, я увидел преображение всего там. И у меня какой-то вот иной раз ловлю себя на мысли какой-нибудь, не кстати, эта мысль, потом, если задумаешься, что она глупая, по сути, мысль. Ходил я пораженный зеркалами, многими там все блеск, все. Потом, помнится, еще в каком году, в 4-м году в Одессе был, Новый год встречал, 5-й год в Одессе, и родственники меня тогда, это редкость была в Одессе, в торговый центр возили, показывали. Сейчас у нас вот тоже полно этих торговых центров, и такие же мощные, уже ничего особенного. Даже потом, годы спустя, я каждый год все ездил, и однажды брат, к сожалению, покойный ныне, там в Таврии, что ли, магазин, торговый центр, скорее всего, должен был открыться. Мы пошли, опоздали, но хотели что-то взять, то ли уже готовые. Там готового уже ничего не было. Он хотел, ну как, по природе щедрый человек, он хотел брата родного чем-то угостить. Оказывается, надо что-то покупать, чтобы потом из него изготовить. И, в общем, мы общий язык не нашли. Думали, что-то вот в связи с праздником, таким открытие торгового центра там. Ну как, цена такая доступная. Мы думали, что что-то купим и дома отпразднуем тоже открытие этого торгового центра. Но не получилось. И вот вернуться хотел. Сейчас это не удивишь, этим торговым центром. И вот когда ходил я первый раз по ТЦ, то обратил внимание на то, что ловлю себя на мысли, что вот, мол, дескать, люди живут, хорошо люди живут. А тут как раз у меня был кризисный момент. Я ушел из одной газеты, открывал свою газету. Если вам холодно на улице, держитесь поближе к Бухаре. Бухара — это Центральная Азия, там тепло. Вот. И какое-то постоянное ощущение было, что как там мы чужие на этом празднике жизни, сказал, значит, Остап Бендер Кисе Воробьянинову. Вот типа этого. Ощущение того, что чужой на этом празднике жизни. И вот всегда у людей возникает вот такое ошибочное мнение. Я как-то в детстве читал рассказов много, по мере возможности, которые нам предоставляла библиотека сельская. И там мальчик один в городе, он наблюдал постоянно отдыхающих на море, и его это раздражало. В нем просыпался гнев, просыпался, недовольство просыпалось его предков, которые когда-то вот так с кулаками расправлялись, вот, от зависти, что, мол, они шикуют, а мы плохо живем. И этот тоже парень, он что делал? Он однажды стащил там у отдыхающих вещи, деньги, что-то еще там. И все, в общем, как сказать, сразу не хочу я раскрывать-то, интригу пусть будет. И потом его обнаружили, что это он натворил. Родители вмешались. Эти из города приехали и начали, все-таки он сначала отрицал, а потом они все-таки доказали, что это его рук дело. И ему пришлось показывать место, куда он запрятал все. Но вся беда состояла в том, что он документы, не только деньги, там документы, все их уничтожил. Почему? Это была своего рода зависть, оказывается. Он смотрел, вот там, для него это скучная жизнь была. Родители зарабатывали немного. И он, глядя на отдыхающих, веселящихся, не мог радоваться тоже, потому что у него не было повода для праздника. Семья жила тяжело.
И вот он воспринимал этих людей, ну, им объяснили, ты действительно, ты, дескать, не понимаешь, что эти люди вкалывали весь год себе в чем-то отказывая, чтобы, как говорится, ныне модное словечко, оттянуться по полной программе в течение месяца там, или 2 недель на море. А этот подросток, они всегда склонны на какие-то такие поступки резкие, необдуманные. Он-то воспринял это как: вот люди шикуют, везде празднуют, а я чем хуже, а почему я не могу? И вот раз он не может тоже так получать удовольствие от вездесущего праздника жизни, то он думает: а я им там, значит, мне надо нагадить им. Вот. На этом фоне вспоминается. Тут мне сообщение, я отключался, извините, какое-то сообщение на экране выползло. Я решил на паузу поставить. Вот это по торговому центру мы ходили, и у меня такое было ощущение, не покидалось, что люди все радуются. А на самом-то деле они, некоторые были тоже на маленькой зарплате. Это просто хозяева, может быть, хозяева вот как раз этой фирмы, или которые арендовали эти места, они, да, они, может быть, кто-то из них шиковал. А у меня как раз такой период был переломный, когда я ушел из газеты, а еще себя не обрел ни в новом качестве издателя новой газеты. Попозже, правда, республиканское издание, журнал такой известный, в свое время на всю страну, обратил на меня внимание и пригласил к сотрудничеству. Вот. Потом постоянно хвалили и фотографии выставляли. И нарадоваться не могли, что нашли где-то далеко от столицы республики коллегу, который там готов всемерно работать, повышая тираж и доходы. Не в последнюю очередь важны были доходы, что даже главред иной раз с водителем везли на вокзал. Главред стоял рядом у кассы, и что он там обычно ждал, когда я билет приобрету. Вот, а я жду сейчас вот, как машина проедет. И вот ждал, когда, значит, я билет приобрету, и уезжал, пачку журналов давал, говорит: вот денег сейчас мало, вот продаж будут деньги, типа, ну, помните, наверное, Мимино колесо ему дал и говорит: продаж будут деньги. Ну, были случаи, там едешь, и шеф узнает, что ты едешь, и в Кабмин он задерживается, на обед не едет, ждет, когда ты приедешь, чтобы там отдельной комнате угостить, за свой счет тебя накормить. Было все это. Вот мысль потерял я, когда там отвлекался. Что хотел сказать, пока, может, она вернется. Вспомню, там интересно еще поворот был темы. Машины носятся, некоторые смотрят: о, крутая тачка, наверное, счастливый человек. А на самом деле не обязательно. Иные люди, поверьте мне, стараются, как этот замок Броуди, Кронин, что ли, да? Читали там? У него дела все плохо-плохо. Он владелец магазина шляп. И он решил назло всем на последние деньги купил какую-то драгоценность, какой-то, и там камень драгоценный вправил там себе в перстень, или там он на груди что-то у него было, и чтобы все видели, что он делал лучше. На самом деле дела хуже. Супруга умерла, дочка соблазненная, он ее выгнал, сын Метью, там что-то тоже случилось, и в общем он один остался и у разбитого корыта. А он старался пыль в глаза пустить всем, все, дескать, прекрасно, все хорошо, прекрасный маркиза, все хорошо. Поэтому жизнь богата и разнообразна, и иной раз, наверное, не стоит там, глядя, там это внешний блеск, иным людям свойственно, не достигнув чего-то в жизни, просто казаться счастливыми. Мне всегда вот это как-то сверлило постоянно, что важнее, быть счастливым или казаться. Если вам предоставить выбор, быть, но все люди будут думать, что вы несчастны. Вы, например, любимая работа, вы на ней работаете, хотя немного зарабатываете, там еще какие-то моменты.
люди думают, несчастлив, мало зарабатывает. А кто-то, как проклятый, вкалывает на этой работе, много зарабатывает, он не радуется жизни, а все думают окружающие, какой он счастливый человек. Поэтому не знаю, что важнее, чтобы о вас думали, что вы добились в жизни чего-то, или вы внутренне, у вас должно быть уверенность, что вы идете правильным путем. Кстати, о правильном пути, вот здесь подождал я. Здесь у нас зеленый горел, но я знал, что он скоро перестанет гореть. А здесь красный. Но я думаю, он вот-вот перейдет в зеленый. И не ошибся. Поэтому, конечно, важно всегда не ошибаться при выборе пути. Сейчас я... Водители ужасно вежливы, когда видят камеру, что их там в камеру снимают, на камеру. Тоже вот где-то в городе находишься, тут Агрыз, я в Екатеринбург, кажется, еду, стою на станции, жду, и идут с моря. С моря идут эти поезда, в них люди с загаром, и думаешь, ну, люди отдохнули. А в интернете читаешь всякого рода мнение о том, что вот, ну, не повезло на этот раз, большие деньги отдали, нормальный отдых не получилось. Сейчас про, кстати, Абхазию пишут многие, не получился детский отдых, все на смарку пошло. Поэтому чужая душа потемки, и глядя и по внешнему виду делать вывод, это как, я же рассказывал, что в свое время, вот я вспомнил, эта мысль пришла, к счастью. Я уже раз рассказывал, но кто не слышал, я думаю, интересно будет. Под Новый год моя знакомая повела к подруге, а у той ее подруги там криминальная семья, и один брат сидит, другой без 5 минут видно, потому что вот как раз этот подросток, брат ее уговорил, то здесь девушку уговорили, принесите, пожалуйста, что-нибудь вкусненького. Ну, мы пошли, там Дом культуры в одной части города, и у Дома культуры там елка, шашлык, и очередь огромная за шашлыком, сами знаете, как это всегда было. И вот я с ним выстаиваю очередь, а там уже потом перед нами прям закончилось за несколько человек. Люди огорченные разошлись. Ну, я все-таки торговлю вел настырно. Если бы себе одному, я бы как-то стерпел. Ладно, без шашлыка проживу. Не я же заказывала. Эти вот подружка заказывала со своей подругой. Думаю, хоть что-то надо принести. И у нее она, продавщица, говорит, да я целый день, говорит, здесь стою у мангала, замучился. Вот я себе только, говорит, 2 этих, как, шампур оставил, говорит, и все. Я говорю, ну, продайте, пожалуйста, если вам можно, 1 шампур. Ну, а так они знают мне в лицо, я постоянно по магазинам хожу и смотрю, как они работают, где недостатки в работе и прочее. Поэтому, видно, почувствовала что-то такое. Так же, как я, та же подруга, раз захотела, там, магазин ветеранов, с вишней, что ли, шоколад был, редкость такая. Я пошел, попросил 4,50, и что неудивительно, удивительно мне показалось, они молча, да дадим, жалко, что ли. Тоже вот девушка хочет, надо ей купить. Меня, правда, она не угостила так, но я ей купил тогда вишня в шоколаде, такое лакомство. И вот здесь та же история. Уговорил я, или там буквально фразу сказал, она, видите, все разошлись, и она тоже как-то, доброе сердце у нее. Она 1 шампур отдала, мы пол шампура с этим подростком одолели, и пол шампура шашлыка потащили домой к ним. И он мне по дороге подкровенничал и говорит, а я, дескать, патроны хотел им подбросить в мангал, в горячий. Я говорю, с ума сошел? Откуда у него вообще, у подростка? Где-то набрал, видно, представляете? Это же надо же до такого идиотизма с собой таскать что-то, видимо. И хорошо, что я с этой семьей никаких дел не имел, и подруга только к ее сестре ходила, и поэтому. А тут вот так оказалось. Я говорю, а что ты, почему? А почему это, говорит, нам шашлыка нету, а им есть? Я говорю, она целый день говорила, стояла там, как проклятый у мангала. Что она не заработала, что ли, шашлык?
И вот этот, видите, чувство справедливости в нем, оказывается, вскипело. И вот как тот парень, который у моря документы уничтожил, этих отдыхающих, думал, что они шикуют, а мы, дескать, здесь прозябаем. Вот такая же история здесь. И вот надо же, вот именно мое, не настойчивость, а просьба моя, обращенная к продавцу, растопившая эту просьбу, это сердце ее, и благодаря чем поделиться, она, может быть, мы кому-то жизнь спасли или здоровье. А этот идиот, ну я думаю, что он уже, наверное, у него куча всяких там, как говорят, ходок. Как-то надо же вот так. Человек, вот подросткам свойственно всегда. Вот это же подросток, так и историю рассказывал, где документы он уничтожил. Деньги там, их документы все уничтожил. Вот, нет, чтобы просто закопать. Ну, вот такие нелогические поступки, к сожалению. И люди иногда раз, вот просто не разобравшись, могут не знать, что подумать. Вот, люди вокруг счастливы, один я несчастлив. И можно подумать, окружающие виноваты в том, что у него жизнь не удалась. Но мало ли что, вот, бывают какие-то моменты, всегда говорят, перед рассветом всегда темнота сгущается. Я по жизни обращал внимание не один раз, кстати, когда какой-то период сложно переживаешь, я там с шефом, допустим, подцапался на собрании, а она на меня накинулась, не печатала, потому что известность такая стала большая, широкая, и ее не приглашали, меня стали приглашать на какие-то совещания по глупости там, и это ее задело, она перестала публиковать, чтобы потом наехать, что, мол, мало пишешь. Как я мало пишу? Я пишу, сдаю, все это как? Просто не публикуется все это. И когда стычка была, я все думаю, она мне, темные дни не миновали, наоборот, пришли. И думаю, все, месть пойдет от шефа. Нет, там она что не могла. Секретарь подходит, говорит, велели тебе к 8 утра ходить на работу. Я обычно ходил-то 9:30, как творческий человек. Я зато потом писал много всего. Ну и ладно, говорю, подумаешь, чего. Она, видно, не знала других способов, как сам мне, значит, припомнить. Может, потом она чисто как месть, это блюдо, которое подают, говорит, холодным. Ну что, я думаю, значит, надо куда-то уходить в другое издание. Звоню в другое издание и деликатно так намекаю, не совсем. Если бы открытым текстом сказали, приходи к нам. А вот то, что я стеснялся и потом все-таки понял, что надо идти в депутаты, потому что иначе у меня неприкосновенности не будет, меня снимут с работы. И все, я пошел, значит, это мне помогло, придало энергии, я победил и прошел. Хотя я эти все 5 лет потом отношения старался не портить. После, правда, она там пыталась мне припомнить. И один друг, даже он работал раньше в редакции, и он неважно работал, он устраивал зама, а шеф, надо отдать должное, ценил за работу, а не за красивые глазки. И вот он, значит, все время один и тот же план ей таскал. Она меня, эта зам-то, клевала всячески, ну, потому что одной национальности, и боялась, что я, наверное, как той же национальности человек, могу ее подсидеть. Хотя мне потом, годы спустя, шеф предлагал ей место зама. Я говорю, нет, я уже конь, который на природе, на свободе привык. Так что не надо, не хочу я этих геморрой, мне не сдался он мне. И все, я это спокойненько, зато ни за что не отвечаешь. И вот она пинка дала этому товарищу, который только умел дипломатом быть. Она его ругает на планерку. Ага, в отличие от меня, который в бутылку лезет, ссорится, спорит, орет. Это такой характер, извините, горячий. Характер далеко не нордический, как взрывной такой, холерического типа. А он сангвиник или у нас еще, забыл еще как называется, такой, 2 типа есть такие. Он такой спокойный. Нас, когда нервы мотал, ответ секретарю, он, война войной, обед по расписанию, мы пошли, плюнули. Значит, ответ секретарю, надо срочно затыкать дыру, там не может нормально смакетировать полосу, и дыра остается, ему какая-то заметка нужна обязательно. И в это время надо на заводы куда-то звонить, лихорадочно выпрашивать какую-то информацию, а там люди говорят, через неделю позвоните, подготовим. Какой там сейчас через 5 минут надо сдавать? Вы не знаете про журналистской творческой работы, что ли? Ну и в результате вот так получалось, что у нас этот товарищ писал медленно, но качественно, надо отдать должное, качественно. Но она его, значит, потихоньку выдавила. Он с супругой без работы остались. В то время сложно было, а я как раз ведущий журналист, известный, и все.
И она это ценила. А потом, когда слишком известный стал, конечно, не слишком хорошо видно. И этот коллега, которому я всегда помогал, жена едет в арабские страны, новая жена, та умерла, новая жена едет в арабские страны, в Эмираты, и хочет товар привезти, у меня просит под 10% тогда было долг, а я, как неудобно, они мне как друзья, как бы считается, я говорю, я вам под 5 дам, только вот ему, другу моему, привезите, супругу своему какие-то вещи. А она что-то ненормально это восприняла, вот. Ну, процент, чем меньше запросишь, тем больше гарантий, что тебе потом вернут эти деньги. И когда он тянул, не отдавал, вместо того, чтобы ходить, скандалить, я шел к нему домой, совершал покупки в магазине и с гостинцем приходил. Он уже таял, ему неудобно, он вытаскивал деньги и отдавал. А потом однажды даже телефон надо установить, тоже в долг взял. А потом вернул, при мне посчитал, вроде все на месте, а он ушел, а смотрю, оказывается, не хватает там какой-то суммы денег. Ну и не стал я шуметь, думаю, да ладно, что ж теперь, друзья. И этот друг как-то мне газету какую-то там была в одном учебном заведении. И вот мне предложили возглавить эту газету, а я с ним поделился. Он говорит, да мне тоже уж говорили, типа, говорю, ладно, ну ты лодырь тебе вряд ли возьмут. Действительно его не взяли, лодыря. И вот этот лодырь, когда у меня депутатский срок истекает, он там едет в трамвае, а он все злорадствует. А вот скоро твой депутатский срок кончится, и шеф тебя клевать начнет. Думаю, ну меня-то клевать начнет, ладно, за дело. А тебя-то ты лодыря, пинка дала. И он, хотя ему там жилье в редакции дали, что здесь пожалели 2 детей, а он не работал толком, волынил, филонил. И несмотря на это, злой, как недовольный был шефом. А я думаю, что в некоторых вещах надо быть честным перед собой. Надо быть честным, какой бы шеф ни был. Шеф всегда добрый не бывает. Я всегда ездил, материал писал, и раньше, ой, какой у них шеф. А потом узнаю, что тоже не подарок. Это с нами они, чужие шефы, все добрые. Как говорится по одной поговорке одного народа, обратись к чужим богам, есть гарантия, что они выслушают тебя в первую очередь. Вот эти вот чужие как раз руководители, они, конечно, добрые. Когда ты к ним перейдешь работать, с тобой же совсем по-другому. Та же шефиня была зав. Отделом, мы могли любые шутки, анекдоты. А как только ее руководитель поставили, там они уже все по-другому. Другой тон в разговоре появился. Так что и друзья не могут быть руководителями, там кто-то из друга. Там понебратцы не приветствуется. Вот. И едем в трамвае, он говорит, вот скоро у тебя депутатский срок кончится, вот она тебе покажет, Я говорю, а что ты злорадствуешь? Одну остановку вот в той стороне, пытаюсь я ее, значит, провести. Ой, время скоро закончится у меня тут, наверное. Вырубится скоро, через несколько минут. Стараюсь быстрее закончить. Едем в трамвае, я хочу с ним проехаться, а у меня еще депутатское удостоверение уже просроченное. Думаю, одну остановку проехать. А подходит кондуктор и начинает спрашивать, платить, а я говорю, показываю удостоверение, а он стоит и говорит, а у нее просрочено. Но она не думает, что если друг не может уже на друга там вот гадости, не гадости, а выдавать его с потрохами. Подумаешь, одну остановку, я же с ним пытаюсь сказать, немножко пообщаться, у нее нет. Телефон сотовый появился, стою в окно, выставляю, он говорит, понты нарезаешь. Я говорю, почему понты? Просто связь плохая. Потом, когда он сотовый взял, все, я говорю, понты нарезаешь. И вот он на компьютере ничего не умеет, и от руки все пишет, потом какой-то там есть редактор, записываешь, и он, оказывается, так и не научился на компьютере работать. А человек другой, который там что-то пытался, он почему-то это... Ну, вот такие друзья. Ну, друзей идеальных не бывает, но зависть какая-то. Я ему, когда познакомились, в первое время в редакции работали, я говорю, я что-то не верю, чтобы у тебя не было недостатков. Но они потом вылезают. Зависть, оказывается, вот это у друзей, это очень плохо, когда завидно. Они же не понимают, в каком состоянии ты, с каким трудом там к вершинам добрался, там, до депутации. Легко сказать, среди 50 человек 42 шишки, богатые были руководители генеральные, а тут ты рядовой. Нас учитель, там врач рядовой, журналист рядовой. Единственный, кстати, журналист в истории города, который в депутаты прошел. А так не удавалось. Ну вот, что я хотел сказать. Не надо судить о людях, глядя, что и завидовать. Может быть, у них еще жизнь труднее, чем у вас. Может, посочувствовать надо окружающим. Радоваться надо, что у вас есть.
Вот я прохожу из торгового центра, а там сидит инвалид, а люди ходят недовольны чем-то, денег нет купить что-то такое, а у него там что, все есть. Ему главное сейчас мысль сверлит не деньги, деньги его счастливым не делают, к сожалению, а он там не может, у него там здоровье надо. А у нас, слава Богу, есть, и надо, говорит, Аллаха шикр, радоваться этому, и с какой-то добротой смотреть на окружающих людей, у которых, может быть, этого нету, то, что у нас есть. Вот на этом хотел завершить, на этой доброй ноте. Всего доброго, спасибо за внимание.